Мечтай и сбудется. Все ближе главный зимний праздник. Время волшебства, надежд и подарков. Сделать счастливее детей, которые больше других нуждаются в новогоднем чуде, помогает новогодняя акция «Ашан Атла». Мечты у ребят самые разные. И тут главное не просто воплотить в жизнь все идеи, но и окружить заботой, вниманием, чтобы этот день стал по-настоящему незабываемым. Аслана Джинджоля, Вильсон Калинджан, Сабина Квицини и Батал Сичинава в своих письмах написали, что мечтают познакомиться с президентом Абхазии. Бадрагунба исполнил желание детей и подарил им новогодние подарки. Уважаемые коллеги, представители фонда Ашана, Кераз, за ту деятельность, которую вы осуществляете по поддержке детей, социально малоимущих семей. Конечно же, это яркий пример того, как надо быть полезным для своего общества. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас, ваших коллег, которые ежедневно работают над тем, чтобы сделать жизнь наших детишек ярче и лучше. А детям в преддверии Нового года хотел бы пожелать, конечно же, мира, благополучия, развития. Совершенно верно и справедливо отметили те, кто здесь сегодня выступал, что пожелания детей существенно меняются. И я, конечно же, вспомнил свое детство и детство, скажем, непростое в период Отечественной войны народа Абхазии, когда мы в Новый год загадывали, чтобы наш отец вернулся живым с фронта. Сегодня наши дети живут совершенно в другое время, когда загадывают другие вещи, которые помогают им развиваться, улучшать себя, становиться крепче на ноги и быть полезным для своего государства. Мирного неба вам над головой, и мы все сделаем, чтобы у наших детишек, у нашей молодежи все было прекрасно. Еще одна девочка, Лизи Бигвава, из многодетной семьи, мечтала познакомиться с вице-президентом, полным тезкой ее отца. Ее желание также исполнилось. Беслан Бигвава исполнил желание еще одной юной жительницы Абхазии Даниэлы Айба. И ей он подарил ачамгур. Вы знаете, когда нам передавали желания детишек, они были такими искренними, добрыми и очень простыми. И вот я остановился на ачамгуре. Почему? Потому что считаю, что это такой символ наших традиций, наших обычаев, можно сказать, такая душа нашего абхазского народа. Все, кто занимается народным творчеством, это те люди, которые занимаются сохранением нашей культуры, наших традиций, которые делают так, чтобы это все еще жило. Всем тем, кто изготавливает эти инструменты, кто играет на этих инструментах, пожелать, чтобы музыка этих инструментов дарила каждый день мира и добра. Игрушки и электроника, музыкальные инструменты, поездки сбылись самые разные мечты. С каждым годом акция становится все масштабнее и объединяет все больше неравнодушных людей по всей стране. Духи, большую мишку и конкурентов. Я счастлива, что сегодня я получила свои подарки. Особую радость вызывают необычные и часто очень патриотичные просьбы детей. Так, Давид Гамисони, подопечный Кераз, попросил в подарок государственный флаг республики. И кто, как не член семьи создателя национальной символики, мог исполнить это желание. Юному патриоту флаг вручил внук Валерия Гамгия Астан Гамгия. Давид Квиквискири попросил полет в высокогорное село Псху. Вице-премьер вручил мальчику сертификат. При благоприятных погодных условиях его мечта исполнится. Подопечная фонда Ашана, десятилетняя София Сабеки из Сухума, мечтала увидеть московскую елку, огни главной елки России и настоящую атмосферу столицы. Именно это желание она загадала Деду Морозу. Письмо с журавликом улетело на елку в офис ДВФМ. И вот чудо. Руководство представительства совместно с руководством Абхазского госуниверситета исполнила желание девочки. Ежегодно семья учредителя фонда Ашана Беслана Шакая принимает участие в акции. И в этом году они стали Дедами Морозами для нескольких детей. Одна из них, 7-летняя Доминика Атлиба, попросила трехэтажный кукольный домик. В похожем домике она мечтает жить, когда вырастет. Дети – это лучшее, что есть в нашей жизни. Сложно вспомнить, какие были желания у меня, например. Я всегда переживал, когда уже вырос, за то, чтобы
значит, то, во что вложили нас наши родители, чтобы мы могли передать нашим детям. Это есть преемственность. Сегодня преемственность протекает несколько иначе. Дети мечтают, дети желают, значит, посылать на елку какие-то, значит, пожелания, и эти желания исполняются по всей Абхазии. Уверен, что ваша акция будет международной, приобретет несколько иные масштабы, для того, чтобы привлекать к этому побратимых городов с Российской Федерации и вовлекать, конечно же, еще больше людей на территории нашей красивой Абхазии. В этом году сотни Дедов Морозов и Снегурочек снова стали волшебниками. Они сняли журавлики оригами с елки на Гуме и выполнили заветные желания сотни детей. Помимо главной волшебной елки, 50 журавликов оригами с письмами детей улетели на елку в Гагру, где при поддержке отдела культуры города нашли своих волшебников. Еще 10 журавликов улетели на елку недавно открытого представительства дирекции Всемирного фестиваля молодежи в Сухуме. Праздник на станции Гума был организован для 20 детей. Акция «Шанацла» проходит уже 3-й год, и в этом году, как упомянул ведущий, носит республиканский характер. 580 желаний исполнены вашими силами и силами жителей Республики Абхазия. Для нас очень важно, что эта акция объединила усилия 2 фондов, которые уже много лет работают и проводят акции «Новогоднее желание», «Елка волшебства» и так далее, и так далее. Но впервые вот уже эти оба фонда и работа сотрудников объединена, и такой единое прекрасное мероприятие. Первые несколько лет невозможно было читать эти письма спокойно, потому что просьбы у детей были очень простыми, очень бытовыми, я бы сказала. Они просили продукты, они просили обогреватели, одеяло, одежду. Последние несколько лет появилась такая классная тенденция, что наши дети стали мечтать иначе, а значит мыслить они стали иначе. Теперь у них мечта посетить музей, увидеть какой-то город, встретиться с президентом, с каким-то певцом, с боксером. 5-летний Эмиль Саканя попросил у Деда Мороза игрушечный поезд. Его заветное желание исполнилось. В реальности приехал настоящий новогодний поезд. На перрон 4 городов прибыл сказочный поезд с десантом Дедов Морозов и Снегурочек-аниматоров и устроил праздник для детей. Эмиль вошел внутрь и собственными глазами увидел локомотив. Так завершилась акция «Ашанацла». Для детей организовали насыщенную развлекательную программу. С крыши станции медленно опустился искусственный снег, а небо озарилось ярким фейерверком. Шазина Ханагуа, Ахра Амичба, Константин Парулова, Абхазское телевидение.